наверху остановить демонстрацию. Но впервые выступают коллеги у нас, поэтому они немножко волнуются, вы уж поймите их, хорошо? Ничего страшного. Гульжана, давайте. Меня слышно? Да, слышно, видно. Да. Давайте, демонстрация подключается. На весь Уважаемые экран коллеги, ставьте. Без видео. Расскажите нам, у вас 5 минут ага, буквально, без ага. видео. Давайте. Перед учителем всегда стоят вопросы, как пробудить интерес к предмету, как выбрать форму обучения, чтобы дети имели возможность вести диалог с учителями, высказывать свое мнение. Перед уроком, каждым уроком задумываюсь, правильно ли я поставила цели, правильно ли подобраны активные методы и приемы, несмотря на мой большой жизненный опыт. Смогут ли извлечь учащиеся из прочитанного полезные, жизневажные факты? Смогут ли они применять эти знания на практике? В современном образовательном процессе критическое мышление становится основой формирования функциональной грамотности. Это умение анализировать, оценивать и интерпретировать информацию помогает учащимся не только понять прочитанное и применять знания в реальной жизни, делать выводы и принимать осознанные решения. Что такое функциональная грамотность? Это способность человека эффективно использовать свои знания и навыки для решения реальных задач повседневной жизни. Это не только способность читать и писать, но и умение анализировать информацию, делать выводы. Мы, дети старшего поколения, воспитаны на произведениях классиков. Хотим, чтобы наши дети были функционально грамотными. Целью моего выступления является создание условий активизации творческих способностей учащихся на уроках русского языка и литературы посредством технологий критического мышления, необходимых не только в учебе, но и в обычной жизни. Но и на своих уроках приемы данной технологии я использую на разных этапах. Сегодня хочу поговорить о том, как развитие критического мышления способствует формированию функциональной грамотности, особенно в контексте понимания причин и следствий событий на основе прочитанного текста. Один из важнейших аспектов критического мышления – это способность анализировать причинно-следственные связи. Когда читаем текст, важно не просто запомнить факты, а понять, почему и как происходит событие, как они связаны между собой и какие последствия это может иметь. Одним из самых эффективных способов обучать критическому мышлению является работа с текстом. Прочитав текст, учащиеся должны не только ответить на вопросы, но и научиться выделять причины и следствия событий, выявлять мотивацию персонажей, задавать вопросы, размышлять о возможных альтернативах и оценивать последствия. Базовым навыком функциональной грамотности является читательская грамотность. Вот в процессе работы я заметила, что многие дети имеют низкую скорость чтения, не понимают смысла прочитанного из-за ошибок прочитанного, не могут извлечь необходимую информацию из текста, затрудняются кратко пересказывать содержание. А в старших классах резко увеличивается объем информации. Нужно не только читать и запоминать, но надо еще анализировать и обобщать, делать выводы. Осознанное чтение создает базу не только для успешности на уроках русского языка, но и является гарантией успеха в любой предметной области, основой развития ключевых компетентностей. Сегодня мы должны научить своих учеников применять полученные знания в повседневной жизни. Для этого нужны важные задачи. Осмысленно читать и воспринимать на слух, а также продуцировать тексты разных типов информационного прикладного характера, литературные тексты, уметь извлекать информацию из разных источников, учиться находить, критически оценивать информацию, уметь пользоваться источниками, уметь читать таблицы, реализовывать разные стратегии чтения. Дальше. И что-нибудь одно из своего Да, опыта, да, Гульжана, у вас да, минута. да, Что-то да, из своего опыта. Теорию мы все да, знаем. да, да, вот, Давайте. да, да, да. Да, 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 да. Как вы работаете с детьми? Хочу предложить вам одну работу с текстом. Вот текст кукушка, да. Теперь разделили на группы класс. На первой группе я дала задание мозаика. Дети разделим текст на несколько частей, и дети по смыслу собирают.
Вот первое задание. Потом определяют тему и главную мысль текста. Потом мы работаем в казахских классах. Для нас очень важно, чтобы дети работали со словарями. И для этого они выписывают и слова, новые слова, и найдут их значение. Потом прием словесное рисование очень хороший прием. Дети задумываются над этими вопросами. Вот как вы думаете, подходит ли иллюстрация данному, почему? Если были художниками, они очень любят вот этот прием, у меня хорошо получается. Второй группе задаем толстые, тонкие вопросы, они записывают эти в 2 столбика. Тоже для критического мышления эти приемы, они используются для организации взаимоопроса. Третьей группе можем дать задание, используя прием решения проблемы. Там найдут проблему в тексте, разные способы пути ее решения, а потом выбирают самое лучшее. Дальше, четвертой группе можно дать задание с QR-кодом. Это дети очень любят, у них всех смартфоны. Они, например, когда мы прочитали текст о кукушке, они найдут информацию о кукушке и о ее птенцах и сравнивают тексты, сходства и различия. Здесь фрагмент можно, да, предложить? У нас, ну, начало покажите, ладно уж. Ну, да, давай. А то вы же обидитесь потом. Давайте. Ну, буквально минутку. Мгм. Сейчас включу, пока закончу. Модель формирования и развития функциональной грамотности и представления в виде дерева. Как любому дереву необходим уход, полив, тепло, свет, так и маленькой личности, приходящей к учителю на урок, необходимы знания, умения и навыки. Поливая это дерево спланированной, четко продуманной, слаженной работой, используя приемы критического мышления, дерево даст плоды, то есть образованных, успешных, сильных, способных к саморазвитию людей. Ну, достаточно. Да, Мы вас поняли, да. Да, закончу свое выступление пословицей «Скажи мне, я забуду, покажи мне, я запомню, вовлеки меня, я пойму». И так вовлекает детей в учебный процесс через приемы критического мышления, веду их к функционально-грамотностной личности. Теперь фрагмент урока. Разрешите предоставить? Как вы думаете, почему Константин Толстой... Мы не видим фрагмент урока. Не видно вам? Нет, нет. Мы слышим его, но мы не видим. Она играет большую роль. Мы не видим. Вы свернули экран? Угу. Видно? Да. Давайте минутку посмотрим. А зачем это нужно было? Толстой хотел показать, какой должна быть правильная роль. А кто выигрывает в этом сравнении? Да, они мы видим, что она хорошая, правильная дочь. Хорошо, ребята. Теперь... Достаточно, Гульжан Дасыновна. Спасибо. Извините, пожалуйста, что мы не можем посмотреть все видео. Ну что ж, уважаемые